Судья национальной категории Илья Петраков, пресс. Арбитр ФИФА Сергей Сергеевич, Гродно. Судья национальной категории Максим Троцкий, Минск. Комиссар встречи Владимир Филиппов, высшая национальная категория, Минск. Республики Беларусь. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, есть кто поддерживает сегодня здесь команду Цмоки. Снова здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, подошло время для начала второго матча, второго полуфинала. И буквально последнее мгновение подготовки команд перед стартовым свистком. Цмоки Минск против Гродно 93. Ну что ж, вы видели составы команд, здесь расширенный список, я вас познакомлю именно конкретно с 12 спортсменами, которые будут в составе Цмоки принимать участие в этом поединке, но по именам, которые вы прочитали, вы поняли, что амбиции Цмоков только такие, как защитить свой титул. Уже 11 лет подряд они являются обладателями главного трофея, золотых медалей Кубка среди мужских команд. Гродно 93 бронзовый призер прошлого сезона, серебряным призером Кубка Беларуси в прошлом году были как раз хозяева проведения Кубка игроки Борисфена. Посмотрим, как будет сегодня складываться игра для Гродно. На самом деле команда здорово идет по ходу чемпионата.
13 матчей отыграли гродненцы, ни одного поражения в своем активе не имеют. У Смоков тоже дела идут неплохо, учитывая, что они играли матчи с своими молодыми игроками. 13 матчей, 12 побед, 1 поражение. Но сегодня совсем другая ситуация. Вы видели, насколько укрепились Смоки. Не все топовые игроки принимают участие, но достаточно, кого вы видите, Артем Пороховский, недавно подписанный клубом, Крис Клайберн, Лоури присутствуют. И здесь такой своеобразный микс будет молодости и опыта. Подключились игроки, которые играли в чемпионате. Вообще, конечно, хотелось посмотреть статистику, как обычно делаю перед матчем, но стоят нули игр и всех показателей у основного состава Смоков. Ну что ж, будем опираться на то, что имеем, а именно Владислав Близнюк сыграл 10 матчей, 13 очков у него средняя результативность. Дальний бросок Карасевича, именно Гродно открывает счет в этом матче. Вадима Стубеда 11 игр, 9,6 очков, 5,8 подборов в среднем на игру. Ну, в общем-то, пока и все. У Гродно в лидерах Максим Шустов, 51 номер, в старте он на площадке. Кстати, не просто складывалась у Шустова ситуация при переходе из Рубона в Гродно. Достаточно много времени заняла адаптация, но все-таки Макс взял свое, вышел на первые ведущие роли в команде, занимает место основного скорера, так как он привык это делать в любом своем клубе. Атака Дуду, Бенджамин из угла не точно. Но отдельно стоит сказать, как был принят Дуду сегодня на разминке, ведь это игрок Борисфена, он провел здесь несколько сезонов и удостоился отдельного приветствия для болельщиков. Очень тепло поприветствовали его зрители, здесь присутствующие в спортивном комплексе «Олимпиец». Это здорово характеризует всех, кто здесь любит баскетбол и болеет, потому что, ну, действительно, я думаю, приятно было игроку получить свою долю аплодисментов. Сегодня в матче Дуду защищает цвета Смоков. Он также дебютировал в составе национальной команды. То есть много качественных, позитивных событий произошло в карьере игрока. Ну а тем временем Пороховский выполняет штрафные броски. Первая попытка была точной. Счет становится 3-2. Знаете, вы о громком трансфере. Буквально недавно подписал контракт с высшим дивизионом испанского чемпионата Максим Салыш. Поздравляем его с этим событием. Действительно, карьера развивается в нужном направлении. И пожелаем Максу удачи в новом клубе. Макс Шустов из-за трех, из-под Дуду бросал, не забивает. Ну что ж, буду с некоторыми фактами вас поступательно знакомить, потому что есть много интересного, что сказать о обеих командах. Но все-таки матч стартовал. Смотрим, как сейчас борьба Пороховского против Карасевича. Беленков уже на флажке бросал, не успевает исполнить атаку. Хорошо сейчас Карасевич загасил наступательные действия Смоков, остановил Пороховского. Не вписались в лимит времени Смоки, и Гродно сейчас в атаке. Неудачный бросок от Ивана Каляева, но Иван тоже здесь на ведущих ролях в своей команде. 11,5 очков в среднем за игру. Забивает сейчас Дуду. Ну, что тут скажешь? Родные кольца, я думаю, включится в дело мышечная память. Наверное, сам он не сможет даже посчитать, какое количество бросков он произвел здесь на Могилевской площадке. Ну и видим, что все в порядке, забивает. Мирошниченко исполняет эйрбол. Максим Мирошниченко, украинский легионер в составе Гродно. 6,3 ассиста, он третий по этому показателю вообще в лиге. И 14 очков в среднем за игру забивает. То есть основной ключевой игрок Гродно на текущий момент. Ну и даже умудряется за игру сделать больше 3 подборов. Клайберн прорывался из-под Карасевича. Дуду снова бросает. Ну что ж, Дуду
планомерно проверяет все точки. Ну, здесь, наверное, уместно вспомнить будет недавний матч в Лиге ВТБ против Локомотив Кубань. Очень обидный проигрыш в 1 очко. Очень близки были цмоки, наверное, как никогда к победе над одним из грандов команды из Краснодара. Лоури вывели на пас, и обработал он этот мяч. Клаймберн отдавал, сложно было. А здесь прорывается Мирошниченко. Проверил на прочность сразу троих защитников цмоков. Здесь был и Дуду, и Клайберн, и Пороховский. Но, конечно, игрокам цмоков нужно приноровиться к смене вообще антуража. Они первый раз играют. Ну, хотя, если справедливости ради, ведь цмоки уже пребывают в статусе чемпионов чемпионата РБ 19-20 года, чемпионат, который был смещен на финал чемпионата, в формате финала 4 был сыгран в финале, и цмоки уже завоевали титул. Но это, в общем-то, были в сентябре первые и последние матчи в этом сезоне в национальном первенстве. Ну и вот такой вот камбэк в декабре. Ну что ж, тайм-аут у команд, прервемся на небольшую паузу. На площадку выходит Андрей Рогозенко, номер 17. Тайм-аут окончен, замена. Вместо Беленкова на площадке появляется Рогозенко. Мяч сейчас будет вводить за лицевой игроки Гродно. Видим, что близко начинают опекать своих визави игроки цмоков, но справляются с доставкой мяча к своему периметру гродненцы. Мирошниченко с мячом. Выводит Каляева на бросок. И посмотрите, как Иван здесь нашел буквально небольшое пространство между Клаймберном и Пороховским. Забивает сложный мяч. 11-7. Ну, хорошо вы смотрится Гродно. Не все забили, но для первой четверти, для старта, пока цмоки разогреваются, ну, только с Дуду ничего не получается сделать. Просто бесперебойно работает дальнее оружие Дуду. Вот, кстати, возвращаясь к матчу с Локомотивом Кубанью, именно за счет дальних бросков, которые просто беспрецедентно точно пробивала команда цмоков, в первых двух четвертях смогли оторваться, в том числе и Дуду. Он в первой четверти забил 4 из 4. Ну и вот он в этом матче подтверждает реноме снайпера. Видим, что уже 3 трехочковых Дуду положил в кольцо Гродно. Тем временем Пороховский отправился на скамейку запасных. Вадим Стубеда вместо него вступил в игру. Шустов вбрасывает мяч ровно в руки Лоури. Стубеда первый пас получает. Первый бросок не точно, ну, по крайней мере, для первой атаки разогреться нужно. Шустов проверяет лицевую, но не атакует. 14 секунд остается на атаку. Лично играют цмоки. Снова помешал Лоури этому пасу на Карасевича. Макс Сазонов также появился на площадке. Ну, много опасных игроков в составе у Гродно. Это и Сазонов, и Каляев, который второй сезон, уже много сезонов провел в Гродно, а начинал как раз-таки с Гомеля. Там вот 2 сезона провел Иван. И вообще в целом, получается, с 2012 года украинец проводит в белорусском чемпионате. И также постепенно росла его статистика. Прошлый сезон вообще был выдающийся для Ивана. 25 очков в среднем забивал он за матч. Ну а сейчас 11,5 за игру. Неточная атака сейчас была в исполнении цмоков. Наброс. Ну, с таким же успехом это мог быть и бросок. Дуду
сыграл чисто, сориентировался, тут продемонстрировал игровой интеллект, поднял обе ноги и без приземления успел отдать пас. 3 против 1 сыграли здесь Смоки, 16-7. Егор Потупчик с Шустовым. Ну, я думаю, знаете, что этот тандем в этом сезоне появился в составе Гродно. Ребята переподписались после того, как много сезонов выступали за Рубон. Очень много очков добывали в составе витебской команды. Ну, как раз таки Егор смотрелся лучше в начале чемпионата. Шустов, как я уже сказала, сложнее внедрялся в систему Гродно, но сейчас поменялись они ролями. Не следили за временем игроки. Гродно 93. Потеряли счет секундам. В итоге Сирена и Навойчик не успевает атаковать. Лоури с мячом. Алексей Тростенецкий появился на площадке. Ну и вот 22 номер, хочу обратить ваше внимание, Денис Викентьев. Собственно, после подписания Салаша искали замену, и вот буквально неделю назад прибыл в распоряжение клуба Денис из российской суперлиги. Выступал он там за команду из Ижевска, Купол Родники. Ну, вернулся снова в белорусский клуб. Он, в общем-то, воспитанник Витебской школы баскетбольной. И посмотрим, сможет ли он достойно заменить Салаша. Ну, Макс настолько высоко поднял вообще планку, вошел и в топ игроков ЦМОКов и стал заметен в лиге ВТБ. Ну и логичным завершением это стало подписание контракта с Бургасом. Шустов провоцирует Кравцова на фол. Простите, Ставровский. Первый фол у Андрея. 17 секунд есть на атаку. Ну, в общем-то, более чем достаточно. Не получается сейчас ввести мяч в игру. Шустов с мячом. Хороший острый пас на Каляева. И тут Иван пытался так мягко положить мяч в кольцо. Чуть-чуть не хватило высоты этому броску. Сейчас полностью белорусской пятеркой играет минский клуб. Но сегодня есть в составе, вы уже видели на площадке, 2 американца, Роберт Лоури и Крис Кламберн. В заявке здесь вообще ЦМОКи присутствуют в Могилеве большим числом игроков, и, возможно, завтра будут заиграны, возможно, и Томск Лейманис, не знаю, не могу сказать по поводу участия Владимира Веремеенко, но, во всяком случае, по набору игроков, по ростеру, конечно, ЦМОКи тут вне конкуренции. Тем интереснее будет понаблюдать за противодействием с Гродно, посмотреть, могут ли наши команды, участвующие в чемпионате, что-либо противопоставить нашему гранду, нашему представителю в Лиге ВТБ и также в Лиге чемпионов ФИБА. Неудачно сложился последний матч для ЦМОКов. Проиграли 15 декабря против израильского ХПЛ. Но здесь как раз в Кубке отличная возможность помериться силами с местными командами. Ну, скажем так, конечно, ЦМОКи более чем белорусский клуб, но учитывая его международный календарь, как раз и было принято решение, что список будет расширен для участия в чемпионате. 28 атлетов в нем находится. И в основном пока ЦМОКи, конечно, заигрывают в национальном чемпионате молодых игроков. Ну, кстати, они очень неплохо справляются с этой миссией. Но кубок — это настолько почетный трофей, настолько не хочет ЦМОКи прерывать свою доминирующую серию в 11 титулов подряд, что, конечно, здесь они привлекли свои лучшие силы. Ставровский, Тростенецкий и Рогозенко из угла. Ну, всю левую сторону обстреляли игроки ЦМОКов. Отсюда уже прилетело в кольцо Гродно 5 подряд дальних бросков.
Как-то нужно Гродно перекрывать этот левый край, который пока приносит одно разочарование. Но здесь хорошая атака. Вот как раз эта пара, которая, наверное, чувствует друг друга с закрытыми глазами. Потупчик с Шустовым показали, на что они способны. Здорово сыграли друг с другом. И 19-10 за 1,5 минуты до конца первой четверти. Рогозенко со Стабровским. Смотрим. 3 секунды фиксирует арбитр и утрачивает свое право на продолжение атаки. Смоки, прошу прощения, фол. Зафиксировали, не усмотрел этот момент. Но в атаке уже Гродно. Потупчик на Карасевича против Стубеды. Бросал с разворотом Карасевич. Промахивается Павел. И вот уже Викентьев. Пока не особо заметен на площадке. Хотя присутствует уже порядка 3 минут. Первые матчи в составе Смоков, конечно, нужно время на адаптацию. Но Андрей Наводчик здесь хорошо с разворота забивает. 45 секунд до конца матча. Ну, подтянулись по счету немного гродненцы. 19-12. Викентьев издали. Не точно. Смотрите, как разгоняет Потупчик. Насколько быстро он пробежал всю площадку. Карасевич помог этому мячу остаться внутри кольца. И 19-14. Добавили в скоростях в качестве в обороне Гродно. И сразу счет отреагировал на это. Стабровский. Фалит Потупчик. Первый фол у Егора. Рогозенко. Буквально секунды последние на атаку. Не получается. Забит Рогозенко первый же на подборе. Есть еще возможность атаковать у Тростенецкого. И с сиреной, говорящей об окончании первой четверти, Тростенецкий забивает этот дальний бросок. 21-14. Я думаю, что обидно Гродно упустить вот этот бросок на последней секунде. Но 2 минуты перерыва между четвертями. И очень скоро команды возвратятся на площадку. Оставайтесь с нами. Команда вновь в игре. Андрей Наводчик вел мяч. И Мирошниченко организовывает атаку для Гродно. Сам же Максим атакует издали. Ну вот и у Гродно наконец пошло с периметра. Забивает трехочковый. 21-17. Ну вот не упусти, ребята, последний бросок. Был бы сейчас совсем привлекательный счет для Гродно. Дуду снова слева. На этот раз Бенджамин промахивается. И несмотря на теплый прием, я думаю, что болельщики не рады попаданиям бывшего одноклубника.
Мирошниченко вытаскивает этот мяч, уходящий в аут, и Андрей Навойчик сам обозначает комбинацию. Такое подобие восьмерки с участием Сазонова. Мирошниченко, ну тут сложно было, конечно, ему сыграть центром. Ступеда глубоко зашагивает, поэтому сложно ему было вытащить мяч уже, чтобы отправить его в кольцо. Ну, я думаю, вы видите, насколько Лоури легко тут пересекает площадку, свободно тут хватает ему скорости. Ну, конечно, другой уровень защиты обычно противостоит ему. Карасевич против Ступеды не забивает. Не так много времени Лоури и Клайнберн провели на площадке. Ну, понятно, что в интересах и тренерского штаба как можно больше заиграть молодых и белорусских игроков, но при этом не ставя под удар результат. Тростенецкий сейчас обкрадывает. Лоури все-таки сумел организовать передачу. Тростенецкий забивает с быстрого отрыва, но и будет ассист Лоури. Кстати, по ассистам один из лидеров, 7 примерно за матч он отдает, но напоминаю, что речь идет не о матче национального чемпионата, а о матчах Лиги ВТБ. Хороший проход получился сейчас и у гродненцев. Обменялись двухочковыми атаками 23-19. Снова Дуду, но немного сбился прицел Бенджамина, на счастье для гродненской команды. Я думаю, понимают они сейчас цену каждой атаки, потому что таким соперникам, как Цмоки, необходимо дорожить каждым броском, доводить до верного. Сейчас Карасевич не забивает, но будет Павел пробивать штрафные. Тайм-аут тем временем в лице главного тренера Вергуна берет тайм-аут. Павел Карасевич готов пробивать штрафные броски. Но я думаю, что очень обидно сейчас потерять возможность максимально приблизиться по счету к Цмокам. Клайнберн появится на площадке. Вторая попытка точная в исполнении Павла, 23-20. Ну а у Гродно на площадке Тимур Дрюков, третий номер, вошел в игру. Ну, видим пока что Гродно задействует небольшой свой состав. Ну, конечно, здесь очень хочется зацепиться за результат. И пока более чем удачно складываются дела у Гродно. Был небольшой провал в середине первой четверти, но очень быстро команда подтянулась. И сейчас близко по счету получается находиться от Цмоков. Опять же, задел вот этот очковый был в основном создан тем же Дуду, который тут просто не знал промахов, но во второй четверти уже 2 раза промахнулся. Сейчас на ведении обкрадывают Клайнберна. Навойчик прямо вот с таким быстрым темпом атакует из-за дуги. Промахивается Андрей. И нужно отрабатывать в защите. Лоури сейчас с мячом демонстрирует чудеса владения.
отдает в край на Тростенецкого, и Алексей Алексей Тростенецкий. сейчас забивает с тех же точек, где прежде отрабатывал Дуду. Здесь накрывает проход Потупчика Пороховский. И моментальная реакция Дмитрия Кузьмина, тренера Гродно, понимает, что нужно усилить под щитами, меняет наводчика. Карасевич Павел, капитан команды, появляется снова на паркете. Каляев. Смотрим, какое судейское решение. Да, фол нападения получает Каляев. 26-20. Ну, вот такие мелкие, казалось бы, нестыковки в нападении приводит к тому, что атака была безрезультативной. И в случае, если сейчас Смоки реализуют свою атаку, сразу счет становится не таким позитивным. Разница уже ощутимо вырастет. Да, пас под кольцо Пороховскому. Снова фол Каляеву. Ну, не забивает. Пороховский не будет здесь трехочковой атаки. Будет 2 раза сейчас Артем исполнять штрафные броски. Ну вот за буквально 30 секунд у Каляева 2 фола, и это, конечно, не может не огорчать 21 номера, но Иван настолько опытный игрок, я думаю, должен совладать своими эмоциями и не продолжать свою серию фолов, чтобы преждевременно не покинуть площадку. Промахивается Пороховский, таким образом оправдан был этот фол. Но здесь вот сетка помешала отдать пас, вернулся мяч к Смокам. Ненадолго. Пытался этот мяч Тростенецкий достать из аута, и все-таки мяч в игру будет вводить сейчас Гродно, конкретно Мирошниченко. Опекают его Лоури. Ну, кстати, какие бы мастеровитые не были защитники у Цмоков, но и они уже допустили несколько потерь. То есть, довольно неплохо справляется защита гродненская. Карасевич идет в проход против Пороховского. С отклонением бросает Павел. Ну и почти получилось. Дрюков еще отработал на подборе. И сумел он обыграть в воздухе Тростенецкого. Забивает Тимур. Теперь он же против Дуду в защите. Пороховский получает хороший пас под кольцо. И здесь Дрюков против него. Обошлось без фола, но и 2 очка пропущены в кольцо. 29-22. Ровно половина второй четверти сыграна. Прямо в воздухе, уже отпустив мяч, поменял решение Мирошниченко, увидев, что Каляев не очень готов к этому пасу. Но обошлось. Атака не состоялась у Гродно. Ой, простите, у Цмоков. Есть у Гродно сейчас шанс все-таки организовать свое нападение. Каляев. Мирошниченко. Фол сейчас получает 21 номер Крис Клайберн. Но здесь в этом эпизоде хочу обратить внимание, насколько качественно сейчас бросал Мирошниченко. Очень скоростная атака. Понимаю, что доли секунды есть на то, чтобы защитники не подоспели. И Мирошниченко хорошо здесь продемонстрировал свою оснащенность техническую. Ну а вот здесь Дрюков получает технический фол за то, что судьи не отреагировали на, на его взгляд, было нарушение при исполнении трехочкового броска. И, соответственно, судьи здесь приняли санкции к игроку. Лоури выполняет один штрафной бросок и останется, простите, технический фол, соответственно, 2 штрафных броска, и будет владение еще оставаться у Цмоков. 30-22. Но если вы смотрели нашу первую трансляцию, то вы видели, как вот технический фол и неспортивный фол завел Рубон в совсем сложное положение. Здесь ситуация гораздо менее напряженная. Нападение сейчас Цмоки, Дуду, Тростенецкий, Лоури в роли центра. Зашел под Карасевича и понял, что шансов нет атаковать. Кламберн промахивается. Хорошо сейчас Гродно отборолись в защите.
Мирошниченко воздержался от того, чтобы идти дальше под кольцо, заходить под больших. Выстраивает атаку команды. Каляеву мяч получить не удалось. Ну, смотрите, здорово, просто в падении, уже пройдя Пороховского, и казалось в ситуации, когда абсолютно нет шансов забить, Мирошниченко просто шедевральный мяч забивает сейчас. Снова удачная игра у Гродно в обороне. Ну, в такой же степени просто не подготовленная атака у Цмоков. Ну что ж, не скажу, что Цмоки расслабляются, но либо Гродно выжимает максимум, но сейчас вот могла быть. Смотрите, Мирошниченко просто выдирает сейчас руками мяч, и Шутов мог добавить эту атаку, записать в актив. Все-таки, скажем так, поблагодарить партнера за такую просто самоотверженность в обороне. Да, нужна сейчас Мирошниченко минута отдыха, отправляет Кузьмин его на скамейку запасных. Классный отрезок сейчас выдал Мирошниченко, зрелищный. Я думаю, что вы получили удовольствие от его игры. Здесь Пороховский после паса Дуду легко забивает, без приземления. Владислав Близнюк появился этим временем на площадке у Цмоков. Ну, Владислав как раз защищал честь команды белых на протяжении всего чемпионата. Говорила уже, что 10 игр провел, в среднем 13 очков забивает. Потерял мяч Тростенецкий, неудобный пас был и скорость большая, поэтому потеря. Ну, подоспел как раз на пас от Потупчика. Попытка номер 2. Ну и здесь у Тростенецкого все четко, забивает Алексей. Ну, пришлось просто таким челноком 2 площадки сделать. Тайм-аут для команды, передышка для игроков, потому что действительно подустали немного. Звучит сирена, возвращаются команды. Вы видели, как активно поработал сейчас главный тренер Гродно 93 со своей командой Дмитрий Кузьмин. Ну, я думаю, что Цмоки тоже времени зря не теряли. Плюс 10 есть за 2:37 до конца второй четверти. Снова белорусская полностью пятерка у Цмоков. Появился на площадке Денис Викентьев, о котором говорил, но который пока еще не продемонстрировал свои возможности. Красевич оглядывается везде, во все стороны, но при этом не угрожая кольцу. Навозчик. Проба броска с дистанции, и действие в защите Тростенецкого расценено как нарушение правил. Андрей будет пробивать штрафные броски. У Тростенецкого первый фол. Промахивается Андрей. Вторая попытка точная. Не играет с давлением в защите Гродно. Возвращаются назад, встречают уже ближе к зоне. Экономят силы в защите. Тростенецкий снова один. И это чревато, конечно, но в этом случае не наказывает оборону Гродно Алексей. Каляев на навозчика. Но череда действий не приводит к тому, что выгодная какая-то позиция у кого-то из гродненцев. Ну а вот сейчас хороший острый пас на навозчика. Потупчик хорошо сейчас нашел партнера. Ну и видно, что и в адрес Потупчика можно сказать, что хорошо уже он акклиматизировался.
сыгрался с партнерами, которые уже давно защищают цвета Гродно. Ну а здесь пас на Викентьева. Попытка была у Дениса забить сверху. Но отрабатывает он на подборе. Забивает, если не ошибаюсь, свои первые 2 очка в этом матче. Каляев с мячом. Шустов против Близнюка. И забивает. Тут уже просто, казалось, ничто не помешает этому мячу покинуть кольцо. Но все-таки вот обратная инерция, вращение вытолкнуло мяч наружу. А все вокруг уже поверили в забитый мяч. И на подборе, конечно, никого не оставалось уже у Гродно. Близнюк заигрался. Батубчик здесь просто вот так же самоотверженно, как Мирошниченко в первой четверти. Ну здорово, здорово. Мне нравится тот характер, с которым сейчас играет Гродно, как борются за каждый мяч, как игроки, не жалея себя, идут в отбор, даже если это падение, ныряние в пол. Пока поединок складывается очень интересно и очень плотно. Сазонов на поточек. Зажали его в углу, но находит он Сазонова. Карасевич. Есть время на то, чтобы организоваться. Навойщик продавливает Карасевича. Находит возможность исполнить полукрюк. 36-29. И 13 секунд остается на атаку. Рогозенко с мячом. Дает Сазонов пройти Борисевичу в центр. Викентьев обманывает наводчика, улетает Андрей. Можно еще атаковать. Бросает Шустов. Даже задевает кольцо и дужку. 38-29. Очень достойно смотрится Гродно. Я думаю, что у Цмоков абсолютно нет спокойной жизни. 15 минут передышка, перерыв. И жду вас для того, чтобы посмотреть этот интересный матч до конца. Не прощаюсь, увидимся через 15 минут. Рядом. Один. Два. Три. Четыре. Отлично. Совсем моментов было не слышно, потому что это движение у нас
Рядом. Можно поддержать самую руку болельщика аплодисментами. Самый знаменитый болельщик города Могилева. Немного не хватило, Никите. Еще поддержим, Никите, но все равно получится. И последняя попытка. Засчитал программу. Есть два, из следующий. Господи, настойчиво, да? Раз. Два. Три. Четыре. Есть одного попадания, отлично. Лучший тур Михаила Журбана пришел. Сейчас я покажу, как надо. Есть! Раз! Чудо мимо. Из 3-1. Из 4-1. И из 5-1. 0 последний участник. На пункт лучший результат девушка с красными волосами 4 из 5. У Никиты 1, у вас уже был 1. Второе место можно определить. Отлично, друзья, спасибо всем участникам. Молодчик, кто хотите, молодчик, кто подарок, подарок.
Дорогие друзья, уважаемые болельщики, хотелось бы напомнить вам, что завтра, 27 числа, в 13:00 по области Олимпийск пройдет матч за третье место Кубка Республики Беларусь. В 15:30 пройдет финальная игра Кубка Республики Беларусь 2020 года. Секунд остается до старта второй половины матча. Матча интересного, динамичного. Видим, как Гродно здорово себя проявил. Держится по счету 38-29. Немного, кстати, было набрано обеими командами за первые две четверти. Но во всяком случае Смоки так не прогуливаясь проводят время на площадке. Приходится напрягаться, подключать. Ну, в общем, у Смоков все игроки приняли участие в игре. У Гродно пока три игрока не появлялись на площадке. Это Владислав Швагин, и Кирилл Винокуров. По минутам в лидерах у Смоков Бенджамин Дури 15 минут с половиной. И 11 минут провел на 12 минут провел на площадке Роберт Лоури. Сейчас также американские игроки в составе первой пятерки. В начале третьей четверти Клаймберн и Лоури. Фол 55-му номеру. Потупчик нарушает здесь правила против Беленкова. Прошу прощения, все-таки пятый номер. Показалось мне, что два раза судья показал пятерку. Максим Мирошниченко здесь нарушил правила. Легко проходит Карасевич. Забивает первые очки в этой четверти. По броскам, по попаданиям в лидерах у Смоков с 9 баллами Артем Пороховский. И также 9 на счету у Дуду. Это как раз те три точных дальних броска, которые с левого края исполнил Дуду. Сейчас Карасевич забивает в атаке у Гродно. И у Гродно также 9 очков набрал Максим Мирошниченко. Здесь Беленков продавливает сейчас Потупчика. Ну, видим, что Смоки готовы добавить минуту, по крайней мере, вот по первым минутам, по первой минуте третьей четверти. Именно такие выводы хочется сделать, что, я думаю, они настроены будут решить свои вопросы в этом матче как можно быстрее. Но в первых двух четвертях Гродно очень здорово препятствовал этим планам. Хотя отмечал Кузьмин, что снова вот такая невыгодная жеребьевка для его команды уже второй год подряд. Именно жребий становится на пути команды в финал. Действительно сложно пройти Смоки объективно. Но видим, что Гродно не экономит силы. Да, меньшее количество игроков участвует. Но по самоотдаче, вот то, что демонстрировали игроки в первой половине матча, здорово действовали. Здесь чуть-чуть не хватило резкости пасу Карасевича. Хорошо бэкдор исполнил Мирошниченко. Оторвался он от Лоури. Жалко, что эта атака сорвана. Ну а здесь Клаймберн проверил правый угол и забивает 3 очка, 46-31. Вот такой спуск в исполнении Смоков. И тайм-аут берет Гродно. Конечно, хочет по горячим следам не дать ситуации развиться до критических масштабов. И Дмитрий Кузьмин берет тайм-аут.
что ж, друзья, вы видели, какая острая дискуссия происходила во время тайм-аута внутри команды Гродно 93. Такие творческие дебаты, мы не можем слышать что, но по артикуляции и по жестикуляции видно, что очень конкретный спор сейчас происходил между тренером и Максом Шустовым. Посмотрим, как это отобразится в действиях игрока на площадке. Шустов против Беленкова. Каляев тут удачно успевает увернуться от Дуду, и Дуду награждают персональным замечанием. Ну а Макс Сазонов готовится вести мяч за боковой. Мирошниченко как-то очень внизу, ну и посмотрите, все равно проходит. Снова находит лазейку между Кламберном и Параховским. Второй раз забивает Макс из-под большого. И просто вам не было видно, но разводит руками Ростислав Вергун, что как такое возможно, чтобы маленький игрок так просачивался, разрезал как нож масла оборону Смоков. Шустов меняет направление, но не идет до конца. Еще один заслон от Карасевича. Сазонов из угла. Не остается мяч в кольце. По подборам, кстати, Гродно обыграл в первой половине. Цмоки 23 подбора совершил, у Цмоков 17. Но зато Цмоки подтвердили класс команды тем, что совершили совсем небольшое число ошибок. 6 у Гродно, 11 потерь. Готов вернуться в эту игру Викентьев Зенит. 4 очка было набрано им в первой половине. Параховский отправляется отдохнуть. Лоури вводит мяч. Кламберн в углу Беленков. Карасевич не успевает. И хоть Каляев и подошел подстраховать партнера, но тут уже Беленков всем известен своим высоченным прыжком, атлетизмом. Кстати, играя вторым, третьим номером, очень много подборов Беленков делает в течение матчей именно за счет своей прыгучести. Сазонов с мячом 48-33. Помогают трибуны игрокам, и буквально вслух называют количество секунд, которые остается на атаку. Каляев заработал 2 штрафных броска, будет атаковать. Дуду тем временем отправляется отдохнуть. Тростенецкий возвращается. Что называется, один опаснее другого. Дуду здорово полил с периметра в первой четверти, потом на его место заступил Тростенецкий, и они вдвоем организовали множество атак. Ну, вот 18 очков они на двоих набрали из тех 40, которые были 38. Ровно половину, и практически и пока дополняют друг друга, а оборона Гродно не может ничего с этой парой поделать. Посмотрим, как сейчас будет в этой атаке развиваться дела. Не стал Тростенецкий атаковать. Лоури зато бросает из угла, и Лоури также точен. 6 очков пока. Немного Лоури набрал в этом матче, но он немного времени провел на площадке. Прошу прощения, нет, он достаточно провел, но во второй четверти практически половину он уже не присутствовал в полном нападении. Сейчас Гродно приводит площадку в порядок, это очень важно. Конечно, лишние травмы никому не нужны. И Андрей Навойщик пользуется моментом, чтобы поменять. Карасевич отправляется отдохнуть. Ну, в отсутствие Параховского и Стебеды, да, можно дать Карасевичу отдохнуть. Сейчас можно обороняться не таким высоким составом. Конечно, преимущество Смоки имеет антропометрическое, но сейчас более-менее пятерка, подходящая для обороны Гродно. Викентьев отборолся на подборе, достает этот мяч.
под троих защитников. И Тростенецкий здесь не забивает, бросая издали. Шустов ждет партнеров. Лоури здесь длиной своих рук отработал в защите, перехватил мяч. Будет ли точная атака? Нет. Но Викентьев на месте. Подбадривают его партнеры аплодисментами. Но это очень важно, когда появляется новичок в команде. И действительно есть волнение и желание и тренерам, и партнерам показать свою состоятельность, и свой набор качеств. И очень ценно вот то, как сейчас игроки Смоков относятся к своему новобранцу, поддерживают его аплодисментами со скамейки за каждое удачное действие. Это действительно очень приятно, я думаю, игроку и говорит о хорошей, развитой внутрикомандной культуре от Смоков. Замешкался в атаке наводчик, но совладал с ситуацией, все-таки атаковал. Мирошниченко первый успевает. И после такого крученого паса от Тростенецкого Лоури забивает с быстрого отрыва. Много сил сейчас отдали в обороне, вернее, в борьбе за отскок игроки из Гродно, поэтому никто уже особо не успевал вернуться в защиту, сопроводить. И видим, как Лоури забивает красивый мяч. 53-35. Ну что ж, немного разладилось нападение Гродно. Третья четверть, она достаточно сложна всегда в психологическом плане, особенно для догоняющей команды. Здесь смогли преимущество сохранить и умножить. Мирошниченко в атаке. Вот из-под больших получается забивать. Здесь встречали игроки поменьше, но не получилось у пятого номера забить. Управляется Мирошниченко атакой, Шустов появляется на площадке. Владислав Близнюк с мячом. Очками в первой половине Владислав не отметился. Ну и, в общем-то, очки набраны были основной гвардией Смоков. Но вот сейчас у Владислава отличная возможность забросить, да, и забивает 77-й номер, 3 очка. Каляев против Беленкова возвращается на периметр. Очень здорово командно Гродно, именно командная игра была на уровне, на высоте в первых двух четвертях. Хорошее взаимодействие, быстрые пасы. Викентьеву фол, наводчик будет бросать. Ну, здесь выжил максимум Андрей, на самом деле, из этой ситуации. И это хороший для него выход. 2 штрафных, остается только реализовать в этой атаке. Андрей Навойчик. Забивает Андрей первый мяч. Второй также оказывается в корзине. Близнюк с Белянковым. Евгений легко, быстро, хорошо на шагах уходит от Дмитрия Аккуратненко, который появился на площадке. Ну, Гродно, конечно, хорошо себя презентовали в первой половине матча, именно как лидеры национального чемпионата, учитывая, насколько разные составы у команд. Но вот сейчас игра все-таки поменяла свой характер. Доминирует сейчас однозначно Смоки, и посмотрим, сможет ли как-то Гродно реанимировать свою успешную игру. Но на данный момент 56-37 и 4 минуты 9 секунд до конца третьей четверти.
Судьи, посовещавшись с комиссаром матча, определяют, что фол был не спортивным у Дмитрия Куратника. Забивает Евгений Белянков первый мяч. Второй мяч также отправлен им в кольцо, и владение сохраняется после неспортивного фола у Смоков. Дуду против Дрюкова. Никак не обостряет Бенджамин, но Тростенецкий снова забивает из-за трех. Тростенецкого уже 12 очков на счету. Дуду своеобразный блокшот сейчас реализовал, но при том, что партнеры максимально старались сохранить этот мяч. Смотрим повтор атаки. Видим, как мягко Тростенецкий забивает издали. 17 секунд на атаку, но более чем достаточно для команды. Куратник с мячом. Потупчик издали, забивает Егор. Обменялись сейчас дальними атаками команды. Повыше был процент у бросков издали, но понятно, что усилиями Тростенецкого и Дуду он не мог быть с маленьким. Ну а вот у Гродно совсем невыгодно смотрятся проценты на фоне минской команды. 10 попыток, 2 было забито. Сейчас немножко получше дела будут выглядеть по статистике. Но и обострение как вариант нападения не должно списывать счетов Гродно, потому что мы видели, как и Мирошниченко проходил. Шустов сейчас предпринимает попытку, но заходит под Викентьева, и Денис останавливает атаку Смоков. Ой, простите, Гродно. Есть еще 7 секунд. Аккуратненько из-под Тростенецкого, и мог сейчас Дмитрий забить, ну, по крайней мере, при идеальном исполнении, да, будет он 2 очка для своей команды, очень нужные, но все-таки у Дмитрия первый мяч летит мимо. Вторая попытка успешно появляется. Андрей Рогозенко на площадке. Поздравляется Евгений Беленков. Ну, как-то, я думаю, вы согласитесь со мной, немного утратила игра зрелищность. Очень много было ярких, интересных моментов. Сейчас более такие рабочие ситуации на площадке. Дуду не атакует из угла. Рогозенко индивидуально проходит. Викентьев борется на обоих щитах, и там успешно. 2 броска сейчас будет выполнять. 5 командных замечаний есть на счету у гродненской команды. Соответственно, у Викентьева будет 2 штрафных броска. И посмотрим сейчас, как Денис сможет ли пополнить свой счет. Да, он забивает. Денис Викентьев. 63-41. Разница внушительная. К тому же Гродно заметно сбавил обороты. И тут уже больше почвы под собой, имеют слова Кузьмина, что точно так же основным матчем для себя он считает завтрашнюю игру. Помимо Смоков, только Борис Фен очень амбициозно заявлял о своих претензиях на финал. Но вот по первой половине матча показалось, что Гродно все-таки способен навязать борьбу и действительно очень хорошо сопротивлялись. Но сейчас при разнице больше, чем в 20 очков, сложно гродненцам будет
добиться успеха, но тем не менее, вот сейчас оборона неплохо, не дали Рогозенко прямым путем идти к кольцу, максимально оттеснил его Дрюков. И 6 секунд есть на атаку. Смоков появляется тем временем Борисевич на площадке. Тростенецкий получит свою дозу отдыха на скамейке запасных. Выпускает сейчас потупчик Рогозенко, но не стал Андрей идти дальше, останавливается. Аккуратник набирает скорость. И вот такая импровизация. Прочитал потупчик, что в сложной ситуации останется Аккуратник, на отброс назад будет просто не хватать разворота его корпуса. И хороший получился вход. Потупчик заработал себе 2 штрафных, но вот с реализацией совсем пока не очень. Минута 56 остается сыграть в третьей четверти. Разбивает Егор. Не могу, конечно, утверждать, но есть какое-то впечатление, что все-таки уже идет экономия силы Гродно. Мы видим, что Мирошниченко на скамейке запасных, Каляев, Карасевич, то есть основные силы Гродно сейчас не в игре. Возможно, все-таки Кузьмин раскладывает силы своей команды на дистанции, чтобы игроки не отдали все в этом матче, который, в принципе, спасти достаточно сложно. Близнюк отрывается прямо таким силовым одним дриблингом, уходит вперед. 65-42, минута 12 до конца третьей четверти. Повреждение получил Максим Шустов. Покидает площадку Шустов. И даже сейчас в этом моменте не Мирошниченко вступает в игру, а появляется впервые в этом матче Владислав Швакель, что еще подтверждает мое предположение о том, что силы экономятся. Ну а Шустов, судя по всему, получил очень болезненное повреждение. Удар ушиб мышцы бедра. И сейчас атаковал Винокуров, и Кирилл хорошо здесь разворачивался. Довести до взятия кольца не получилось. Штрафные будет исполнять Кирилл. И готовится еще вступить в игру один из резервистов Гродно, Григорий Круг. Ну, резервистов в узком понимании этого слова, конкретно в этом матче, потому что на национальном чемпионате Григорий много игрового времени получает и помогает своей команде. Ну а сейчас меняет на площадке Егора Потупчика. Ну что ж, вот, может быть, и свежие вливания сейчас и как-то взбодрят игру Гродно. Посмотрим. Борисевич сейчас прорывается под кольцо. Винокуров справляется без фола. Дрюков подбирает. Швакель с Дрюковым вдвоем атаковали против троих. И Борисевич отвечает очень быстро. Много молодых игроков сейчас на площадке. И, соответственно, темп игры, конечно, увеличивается. Дрюков. Швакель на Винокурова. Винокуров против Стубеды. И здесь неудачная попытка атаки. Ну, можно сказать, что основные силы одной и другой команды сошли со сцены, но как раз в такие моменты матча бывает, что игра полностью меняет свою направленность. Дальний бросок на последних секундах. 67-44 перед последней четвертью. 2 минуты отдыха и вернемся в игру.
Вот это дети. Господи, когда все мужчины, все могите нужно. Командам не терпится вернуться в игру. По крайней мере, досрочно появляются они на паркете. И судейский столик обнуляет Вот с той стороны ближе. как минимум 30 секунд из отведенного двухминутного перерыва. Швакель с мячом. Но я думаю, что это не для того, чтобы быстрее закончить этот матч, а именно потому, что большое желание есть играть. Швакель атаковал. Дрюков тем временем получает фол в нападении. У Дрюкова это второе персональное замечание. Видимо, что Гродно выдвинулось в защите немного ближе, но такой агрессивной системы мы не увидели в этом матче. Ну, понятно, что это требует больших энергозатрат, и задачи здесь в этом матче другие. Рогозенко атакует с дистанции, забивает. Дрюков на аккуратненько, но не совпали мяч и высота прыжка, покидает мяч в площадку. Швакель наседает на Близнюка. Пока не развернулся, не показал весь свой арсенал Близнюк в этом матче. Ну, сложно, конечно, так внедриться в взрослую команду. Хотя вот уже говорила, что именно в матчах за регулярном календаре Близнюк очень хорошо смотрится и массу проблем создает всем, кто обороняется против него. Рогозенко забивает спокойно за трехочковой линию. 5 очков набирает Андрей вот за эти две атаки. 72-44. Замер счет для Гродно. Пора уже дописать очки в свой актив. Дрюков трехочковая попытка. Не точно. Стубеда здесь не оставляет шансов аккуратненько на то, чтобы овладеть этим мячом. Борисевич просто заныривает после своего броска. Хорошо, что никаких препятствий на его пути не оказывается. Но в этом моменте Гродно защищались без фола. Ну а здесь мы видим повтор, как Рогозенко после паса Беленкова с правого угла добивается успеха с периметра. Швакель зря выходит, да, поправил его партнер, что он находится все-таки уже на другой половине площадки. Швакель против Беленкова. Нашел пас Дрюкова. И здесь здорово Тимур находит вот эту ось. Выровнялся в прыжке, забивает. Очень неплохая атака. Ну, вот, хочется больше таких действий от Гродно, потому что именно вот командными взаимодействиями, хорошими пасами разрывали они оборону. Смоков, абсолютно не смущаясь статусом своего соперника. Вот в третьей четверти уже не так успешен был Гродно в этих компонентах. Вот вашему вниманию сейчас была одна из немногочисленных атак, качественно исполненных. 72-46 и 7-42 остается сыграть в четвертой четверти. Возвращается Денис Викентьев, меняет Борисевича. Да, конечно, Денису тренеры дают больше минут, должна пройти акклиматизация, как уже говорила, только неделю, как он находится в расположении Смоков. Впереди еще много матчей, и календарь ВТБ, и ФИБА, Лига чемпионов, поэтому очень, кстати, эти матчи кубковые для новобранца. Владислав Близнюк начинает атаку своей команды и комбинация развивается, но пока здесь Стубеду вывели на получение мяча, но арбитры считают, что было нарушение правил, фол в нападении, да, и Швакелю досталось в этом моменте. Сазонов Максим меняет аккуратненько.
Пользуясь небольшой паузой, напоминаю, что завтра состоятся матчи, в которых уже будет определена судьба медалей. И первый матч состоится в 13:00. Судя по всему, здесь уже определен и второй участник этой пары. Рубон, который проиграл Борисфену, поджидает проигравшего в этой игре. Ну, я думаю, что можно уже озвучить, что этой командой будет Гродно 93. Ну и матч за золото состоится в 15:30. Смоки будут встречаться с хозяевами площадки, с Борисфеном. Ну, игра Борисфена изобиловала шероховатостями, и, наверное, пока сложно как-то сказать, что есть у них шансы, но каждый матч отличается от прежнего. Тут даже, видите, в течение одной игры меняется рисунок игры. Команды выглядят в первых двух четвертях по-разному. Вот сейчас от такой командной игры Гродно мало что осталось. Но зато это плодотворная почва для того, чтобы кому-то индивидуально включиться в игру, взять на себя инициативу. Сейчас у Григория Крука получается, но здесь хороший пас отдавал Тимур Дрюков. Но и Круг хорошо распорядился этим пасом, под кольцом забивает. В тех случаях, когда командные действия испытывают определенные сложности, кто-то индивидуально должен включиться и отыграть за всех партнеров. Вот видим этот пас Тимура Дрюкова. Ну и он же сейчас получил небольшое повреждение, но Тимур остается на площадке, а Евгений Беленков тем временем готовится к исполнению штрафных бросков. Забивает Евгений. Ну, Евгений хороший ход набрал вот в прошлом сезоне. Достаточно твердо уже зарекомендовал себя в составе Смоков, проводит приличное количество минут на площадке в ключевых матчах. Рассчитывают на него тренеры, поэтому видим, что... Ну и здесь регулярно дописывает очки в общую копилку. Викентьев очень полезен на подборе. Видим, что и на одном, и на другом щите добывает он. То есть, по крайней мере, в этом компоненте можно сказать, что однозначно хорошая, качественная замена ушедшему Салашу. Но есть еще куда стремиться в атаке. Но, по сути, это первые шаги в составе Смоков на площадке. Поэтому более чем достойно получается у Дениса. Пожелаем ему удачи на этом поприще. Беленков проходит в центр, находит Викентьева. И сложный, но точный бросок в исполнении 22-го номера Смоков. Круг тем временем с мячом. Не нашел, с какой стороны поставить Дрюков в заслон. Остается Круг с двумя защитниками, но спасает передача в ногу и 15 секунд на атаку. Повтор видим на экранах, как атаковал в предыдущей атаке Викентьев. Швакель прорывается, и Винокуров растранжирил эту возможность. Тут нужна была быстрая атака. Возможно, не ожидал такой пас быстрый от партнера, готовился к подбору. Беленков спиной к кольцу получает мяч, но Беленков достаточно универсальный игрок. Видим, что здесь вполне с такой защитой можно отыграть в роли центра, но не забивает Евгения. Швакель атакует, но здесь больше интерес представлял эпизод противоборства между Дрюковым и Близнюком. И Близнюк здесь зарабатывает персональный фол против Дрюкова. Три фола командных пока у той и другой команды. Но при таком счете
Это не повлияет значительно на результат. Разобрался здесь Круг с защитниками. Вот то, о чем говорила, находит подтверждение именно в лице Круга. Он берет на себя инициативу и в предыдущей атаке, и сейчас позволяет все-таки набирать очки Гродно. 4:40 остается до конца игры. 76-50. Викентьев в предыдущем моменте создал хороший эпизод для Рогозенко, но не смог он обработать мяч. Я прошу прощения, это был Борисевич, но забивает Денис в этой же атаке. Ну, вообще полезность игрока налицо. Больше внимания уделяю именно вот новым игроку в составе Смоков. Здесь Макс Сазонов забивает. Но не потому, что делаю это авансом, а действительно Викентьев заметен, полезен. И я думаю, что тренерский штаб Смоков доволен тем, как он входит в игру. В спокойной манере на этот раз провел тайм-аут Дмитрий Кузьмин. Давление за результат с игроков, если оно вообще было, я думаю, что нет. Но просто вот первые две четверти создавали какую-то вот надежду на возможность зацепить Смоки. Сейчас же цель совершенно другая. Мы понимаем, что лидеры уже не появятся на площадке, если только это не потребует ситуации. Игроки зафалятся, либо меньше всего хотелось, чтобы это были какие-то травмы. Точно такая же ситуация у Смоков, и Лоури, и Кламберн уже безвозвратно в этом матче осели на скамейке запасных. Но зато мы видим, как Круг обостряет. Вот сейчас для ребят вторых пятерок, те, которые выходят на замену, момент почувствовать игру и нести пользу команде и быть готовыми к завтрашнему матчу. Будет очень, я думаю, серьезная борьба за третье место. Потерял с поля зрения Винокуров сейчас этот мяч. Рогозенко на дриблинге также совершает потерю. Ну и совершенно вот, обидная потеря. Между двумя своими игроками уходит мяч в аут. Еще один тайм-аут для команд. 3:12 остается сыграть в этом матче. Ну, я думаю, тайм-ауты сейчас берутся для того, чтобы решить какие-то тактические моменты, прикидки на завтрашний матч, отработать их в полевых условиях. Поэтому тренеры используют отведенные минуты. Поблагодарим девушек из группы поддержки. Создают они настроение, атмосферу, украшают собой паузы. Но уже команды возвращаются на паркет.
Андрей Рогозенко возит мяч в игру. И такой невысокий состав сейчас у Смоков, за исключением Викентьева. Фактически формата задней линии представлена остальная четверка. Тем не менее, Викентьев снова организовал подбор. Сейчас перехватил Сазонов этот пас. Второй фол. Даниил Борисевич. До 9 января будет пауза в национальном чемпионате. Будет возможность у команд и провести время с родными и близкими, но затем вернуться к тренировочному процессу и снова вступить в борьбу за места. Поэтому очень выгодное время проводится кубок. Хочется закончить календарный год с приподнятым настроением. Здесь из 4 команд 3 будут Новый год праздновать в качестве обладателей медалей. Завтра будем знать, как именно распределяться места. 2:36 осталось сыграть в этом матче. 81-53. Аккуратник пришел к команде на помощь, получает в центре. Но при всем при том, что матч подходит к концу, свежее выглядят Смоки. Ну, понятно, что играя в Лиге ВТБ и в международном календаре, подготовка команды, я думаю, что лучше. Ну и набор исполнителей больше. Но я считаю, что вполне можно сегодня благодарить Гродно за интересную игру, особенно в первой и второй четвертях, когда, мне кажется, даже где-то засмущали они Смоки своими атаками, своим быстрым баскетболом, очень интересной командной игрой. При том, что и легионеры, и основные силы Смоков находились на площадке. Это сейчас уже здесь в основном игроки со скамейки находятся. Ну, хотя этого не сказать о том же Белянкове, но Евгений настолько выносив, настолько готов, что может, я думаю, такие матчи проводить вообще без замены. И сейчас вот атака быстрая у Смоков. Закончилась взятием кольца, еще +1 для Борисевича. И минута 27 остается в матче провести командам на паркете. Промахивается Борисевич. Забивает второй мяч. И уже Владислав Швакель обозначает, какая комбинация будет разыграна в нападении. Далеко в углу круг находится, не принимает участие. Я уже так посматриваю на 13 номера, потому что именно он индивидуально сейчас смотрелся предпочтительнее всех в составе Гродно. Буквально тают секунды. Дрюков предложил себя в зоне, и удалось аккуратненько доставить туда мяч. Забивает Дрюков. У него 6 очков, у Мирошниченко 11, но давно уже Максим не появляется на площадке. Тростенецкий 12 очков набрал в составе Смоков. Прорывает сейчас Рогозенко. Лидером по очкам является Беленков, 15 баллов. И двузначная цифра еще у Викентьева, 12 очков. Сегодня Денис заработал для своей команды. Шваки издали, но он же будет первым на подборе. Еще 14 секунд. Последние секунды в этом матче. Еще раз быстро напоминаю о том, что завтра в 13:00 матч за бронзу, затем в 15:30 состоится матч, где будет определен обладатель Кубка Беларуси 2020 года. 11 секунд остается командам.
провести в игре. Ну что ж, благодарим зрителей, благодарю вас, дорогие друзья, что присоединились, что смотрели вместе с нами этот матч. Благодарю компанию Спорт ТВ за организацию онлайн-трансляций и самих спортсменов, которые подарили нам сегодня 2 матча. Ну что ж, вот так без таки заканчивается эта игра. 86-57. Поздравляем команду Цмоки с выполнением задачи. Но основная задача, конечно, как говорил в другом интервью, это завоевание титула. Поздравляем Гродно и желаем удачи в завтрашнем поединке, восстановиться, вернуть силы, настрой. Я же с вами прощаюсь. С вами была Ирина Жилыч. Встречаемся завтра в 1 дня. Желаю провести вам хороший вечер. Берегите себя и до новых встреч.